Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Будет ли продолжение ваших отношений? Загадайте, пожалуйста, на себя и на своего любимого либо бывшего человека. И пусть нужная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая необычная отсыпка. Корабли между вами на расстоянии. Вы друг от друга сейчас на расстоянии, не рядом, не вместе. Хотя у вас самолет был. Знаете, как мне идет, что у вас либо были отношения, и вы по какой-то причине расстались, либо поссорились очень сильно, либо у кого-то отыграется, что вот и он, и вы загадывали на то, чтобы быть вместе, запускали этот самолет. Но сейчас, в сегодняшнем дне, видите, между вами корабль, и вы с одной стороны, а он с другой стороны. С другой стороны, да. Расставание, разлука, не видите друг друга, не общаетесь. Ну, либо можете, конечно, следить за жизнью друг друга в социальных сетях, но не так, чтобы у вас прям отношения были. И знаете, еще показывают, что вы не просто так встретились, да, просто так самолеты не выходят. Здесь как нить судьбы, которая вас связала. Причем связала, при рождении, я так понимаю, да. Может быть, вы старше, либо мужчина старше. Но вот один другого дождался, мне еще идет. И как только второй партнер появился, да, ребеночек появился, судьба связала вас. Ваша встреча, ваше знакомство были предопределены. Изначально были предопределены. Я вижу, что у вас были очень сильные эмоции друг к другу. И до сих пор эти эмоции, они сохраняются. Даже не имея контакта, вы эмоционируете друг к другу. Здесь много чувств, здесь много страсти, здесь постоянные мысли, прокручивание каких-то событий, ситуаций. Больно, да, прям физически больно ощущается потеря друг друга. Мужчине прям очень сильно болит, и женщине тоже болит. Но женщина сильная. Женщина умеет взять себя в руки, а у мужчины прям очень сильно болит. Прям очень сильно. Но вы очень думаете друг о друге, постоянно вспоминаете, мечтаете, представляете. Даже когда гоните эти мысли, они все равно вот как эти навязчивые, назойливые мухи крутятся у вас в голове. Иногда вот я вижу, что женщина злится сама на себя и думает, да как так, почему я все время о нем думаю? Да хватит, надо переключаться на других людей, надо жить свою жизнь. А все равно, понимаете, возвращаетесь мысленно к этому мужчине. Очень сильные эмоции были, безумные эмоции. Если у вас была близость, то эта близость, она просто такая, знаете, как фейерверк, да? Причем самый мощный и самый яркий. Здесь буквально люди как в огне страсти горели. Очень сильно друг к другу тянулись. Не только телами, но и душами тянулись. Ну да, судьбоносная связь, она такая. Она такая. Судьба свела, судьба развела. Смотрите, почему вы расстались. Неважно, поругались, какие-то другие причины были. Неважно. Здесь вот прям причину я вижу. Причина была в том, что вы не были готовы к тому, чтобы вместе быть. Не были готовы серьезно быть вместе. Вот строить отношения, строить брак, семью. Не были готовы. Либо оба не были готовы, либо кто-то один из вас был не готов. И чтобы вы там друг друга не возненавидели, да, судьба вас развела. Свела и развела. Для того, чтобы вы научились любить, доверять, научились взаимодействовать. Больше мне вот идет про любовь и про доверие. Да?
Может быть, вот женщина обожженная там в прошлых отношениях, мужчинам не верит, в мужчинах подозрения, да, постоянно какие-то подозрения по поводу мужчин. Может быть, мужчина что-то такое пережил, либо любить до конца не умел, да, реализовываться в отношениях не умел. Ну вот не могу четко сказать, либо оба были не готовы, либо один из вас был не готов. Все-таки отсыпка общая. И вот судьба вас развела. Это такая пауза, может быть, даже затяжная пауза. Пока вы не будете готовы, судьба не позволит быть вместе. Судьба не позволит. Даже если вы сейчас пытаетесь с другими мужчинами общаться, либо мужчина пытается с другими женщинами общаться, хотя я этого не вижу, у него холодная постель, не позволит судьба вам быть вместе. Да, и с другими людьми у вас не получится. Просто не получится, чисто физически даже не получится. Сейчас я возьму карту. Просто очень интересно показано. Я давно такого не видела. И это прям, знаете, как близнецовое пламя. Да. Это судьбоносные люди друг для друга. Еще почему-то мне идет, что это не первая любовь для вас двоих. Ну, в плане того, что, возможно, в прошлых жизнях вы тоже были влюблены в друг друга. Возможно, вы были в других ролях. То есть женщина была мужчиной, а мужчина был женщиной. Вот, что-то вы не доработали, не дотянули. Ну, либо вы вечно с судьбой повязаны, да, во всех воплощениях вы друг друга ищете и пытаетесь воссоединиться, да, вот такое прям притяжение через время, через пространство, через расстояние. Очень необычная энергетика идет. Вот прям чувствуется рука судьбы. Только вот не пойму, зачем вас разводить. Зачем вас разводить? Зачем? Зачем? Вот, и вот он и корабль. Ну, тут женщину, да, женщину показывают. Все-таки из-за вас развели. Не из-за мужчины, из-за вас, из-за женщины. Да, мои хорошие, вы все разные, да, это отсыпка общая. Но, смотрите, у кого-то из вас отыграется, что у вас есть очень серьезные враги. И если бы ваши враги узнали про ваше счастье, они бы сделали все, чтобы счастье ваше либо разрушить, либо украсть. Потому что мыши вышли, метла и мыши. И судьба просто развела вас, чтобы спрятать ваше будущее счастье, чтобы мужчину этого спрятать. Может, на вас негатив не ложится, но на мужчину мог бы лечь негатив. У кого-то из женщин, как я уже сказала, да, пришла информация, что у вас были очень трагичные, очень мучительные, абьюзивные отношения до него. И вы уже ни одному мужчине не верите. И вы во всех мужчинах где-то на подсознательном уровне видите отбросов и врагов. Да? И даже любя, вы можете мужчину обижать, да, видя в нем врага. Ожидая от него какого-то там удара в спину, да, может, вы предательство пережили, теперь вы вообще никому не верите. То есть вам нужно это все проработать, от этого избавиться и поверить в любовь, поверить в то, что любовь существует, и мужчина – это не зло, а мужчина – это инструмент к счастью для женщины. В это нужно поверить. Возможно, это со временем придет, возможно, вам нужно действительно обратиться к психологу, либо какую-то литературу почитать, сама в себе разобраться. Да? Но вы ведь чувствуете, что вам нужно. Вы ведь тоже чувствуете, что он ваш судьбоносный. Но никому другому вы такие чувства не испытывали, какие испытываете к этому, кого загадали. Да? Судьбу не проведешь, и вы сама себя обмануть не можете. Не можете. Вот я вижу, что вы старались забыть, но не забыли. До сих пор думаете, до сих пор вот слышите имя его, и у вас уже внутри как все загорается, сердце начинает усиленно биться. Это есть, это факт. Вы знаете, что вы друг другу по судьбе. Вы знаете, вы просто, наверное, не понимаете, да, почему вы не вместе, раз вы друг другу по судьбе, раз такие сильные чувства, эмоции, почему вы не вместе. Но видите, к вам не подпускают. Вот, потому что вы не готовы. Потому что вы можете, допустим, мужчину этого обидеть, либо вы можете сами разорвать с ним отношения, либо до такого довести, что врагами станете. Вот как-то так мне идет. Да. А ну-ка, вы поймете, что делать? Вы сможете это исправить? Давайте посмотрим. Поймете, что делать? Сможете это исправить? Змея мудрая, да, вы поймете.
Конечно, вы поймете. Вы избавитесь от того, что мешает. Вы другой станете. Да, другой. Вот эти свои страхи вы похороните. Вам какие-то люди помогут. Подсказки людей, либо откровения других людей. Вот что-то вы должны понять. Вы мудрая, вы поймете. Да, вы поймете. Я вот просто, знаете, как смотрю, я вижу, что здесь вы не вместе, да, между вами корабль. А здесь вы наоборот вместе. Я думаю, как? Ну вот как такое может быть? Смотрите, какой клевер у вас здесь. Да? Огромный клевер. Девочки, сразу говорю, у вас такое счастливое время в жизни впереди. Такого счастья еще в жизни не было. И это не просто про везение, про удачу. Это реально про счастье, потому что клевер четырехлистный. Не трехлистный, четырехлистный. Так, а давайте посмотрим на мужчину. Что тут с мужчиной? Что тут с мужчиной? Ну, понятно, что с мужчиной. Ой, он уже не знает, что ему думать. Он так вас любит, он не знает, что думать. Ему кажется, что вот именно все рухнуло из-за вас, потому что вы от него отвернулись, потому что он вам не нужен. Вот знаете, как взяла, поиграла и выбросила, разбила сердце и выбросила. У него в голове мысли путаются. Ну, потому что вы для него святая, любимая женщина. Но то, что вы не вместе, для него это какая-то невыносимая адская боль. Он не понимает, что сделать. И почему-то путь к вам у него закрыт. То есть, может, вы его еще там заблокировали, либо такое ему сказали на прощание, что он теперь боится к вам и постучаться даже в мессенджер, да, либо в соцсети боится постучаться. Может, действительно заблокировала. Он прям уверен, что он вам не нужен. Он прям уверен, что вы его ненавидите и что вы его не хотите. Вот он, ну вот помани его пальцем, вот вы сейчас ему поманите, там, не знаю, смайлик пришлите, и он все, у него там все разорвется от счастья в один момент. Но вы же так не делаете. Да, вы так не делаете. Видите, в каких тучах он находится? А почему? Потому что любит вас. Вы женщина всей его жизни, все. А вы на него даже не смотрите, вы от него отвернулись. Почему-то он считает, что у вас есть другой. Что вы с кем-то другим цветы нюхаете, да? Почему-то он так считает. Может быть, да, у вас есть какой-то мужчина, кто за вами ухаживает, а может, вы в браке вообще состоите. Кстати, о птичках, может, вы в браке находитесь. И он думает, что ну все, она как бы выбрала мужа, либо там другого выбрала. И я не понимаю, зачем, за что и почему. Мне плохо, мне больно. Постель у него абсолютно холодная, знаете, как в этом морозильной камере спит. И он никого не хочет в эту постель впускать. Он никого мне не видит, кроме вас. Даже если у вас четырехугольник, то есть вы замужем, и он женат, то он со своей женой не спит. Нет, не спит. Даже в одной комнате не спит. Даже, наверное, в одной квартире не спит. Вообще нет. Холодная постель, абсолютно холодная. Так, ну-ка давайте, чего судьба хочет от вас? Что нужно делать? Чего судьба хочет? Чего судьба вам желает? Ну, судьба время вам дает. Время на понимание, чего вам нужно, чего вы хотите, к чему стремитесь. Чтобы вы нашли выход для себя, чтобы вы определили картину своего будущего. Не бойтесь заглянуть в свое будущее, не бойтесь мечтать, не бойтесь желать. Вам нужно делать шаги. Шаги по улучшению своего самочувствия, своих установок, характера и избавлению от каких-то своих заморочек, комплексов и страхов. Вам еще время дано. Дано время на то, чтобы вы все в себе и поменяли, изменили. Вы можете это сделать. Вы талантливая, вы способная, вы сильная. Ой, можете. И любить вы можете по-настоящему. Разрешите себе любить. Не бойтесь любить. Не бойтесь влюбиться так, чтобы там до полуобморочного состояния. Судьба именно этого хочет, да, потому что рыбы вышли, да, любить, любить. Может, вы боитесь рожать. Вот, кстати, почему-то информация пришла, да. Может, вы знаете, что мужчина там ребенка хочет, мечтает, и ни одного, а вы боитесь, например, рожать. У вас какие-то примеры перед глазами плохие. Может, еще это быть причиной. Девочки, я не знаю, кто вам так жизнь покалечил, поломал, но вы очень сильно замороченная. Вот, ну, это не критика, это факт. У вас столько много противоречий внутри. Я не знаю, как вы живете с такими противоречиями. Они ведь не только вам в личной жизни мешают, они вам мешают и
в здоровье, и в деньгах, и в возможностях, и в реализации, и в таланте мешают, во всем мешают. Вам обязательно нужно с этим разбираться. Ну, понятно, что все вы разные. Понятно, что психологи, хорошие психологи, да, не вот эти, что там в интернете сидят, постоянно свои услуги предлагают. А вот именно хорошие, с клиническим опытом, они все очень дорого стоят. И там как бы не одну сессию надо пройти. Возможно, вы сами, да, вы способный человек, вы можете читать психологическую литературу, вы можете сами в себе разбираться. Ох, кто-то полетел. Карта шанса, удачи полетела, вылетела. Есть шанс все исправить, есть шанс все поменять. Надо поработать над собой. Девочки, поработайте, я вас прошу. У вас все будет хорошо. Не только в любви, но и так по жизни все сложится удачно. Не губите свою жизнь, впуская все больше и больше страхов, впуская все больше и больше каких-то зажимов. Зачем вам это все? Зачем? Освобождайтесь от этого. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет для вас. И мужчину тогда впустят в вашу жизнь. И будете вместе, и будет все у вас замечательно. Так, давайте еще один момент посмотрю. И мы с вами перейдем. Вы сами себя обманываете по поводу его намерений. Вы говорите о том, что у него там женщин куча, что он вами играет, что он манипулирует, что никогда он на вас не женится, что это обман, что будет предательство, что будет разочарование, боли, ну и как бы, да, стабильности не будет. Вот вы сами себе как внушили это, да, вы сами и внушили, и поверили. Это неправда. Это неправда, это ваши страхи. Знаете, в каждом человеке есть от дьявола и есть от ангела, да, от Бога, от высших сил. И эти силы, они внутри человека всегда борются, да, борются, кто кого. Сейчас ваш бесенок взял верх над ангелом. Легче поверить в страхи и сказать, ну я же знаю, но это же было, да, вот, у меня были отношения, либо вот у моей подруги, вот у моей мамы. Понимаете, раз на раз не приходится. Чужой опыт хорошо, и даже ваш собственный опыт в прошлом это хорошо, но это не истина. Это не истина. Все мужчины и женщины разные. Так, а что на самом деле? Что на самом деле? Что мужчина на самом деле хочет? Брака он с вами хочет, любви он с вами хочет, понимаете? Стабильности он с вами хочет. Вот чего он хочет. А вы-то думаете, что он вас за нос водил, что он вас обманывал и мог предать. Нет, он любви и счастья хочет с вами. Открытых отношений хочет, открытых, сад. Так, чтобы все люди знали и говорили. Может, действительно вы не свободны, либо вы оба не свободны. Хочет открыться, хочет стабильно жить, хочет заключить официальный брак, любви хочет. Вот чего он хочет. Все, не морочьте голову, не выдумывайте. Не ищите себе лишних страхов, не ищите себе оморочек. Избавляйтесь от них. Чем быстрее, тем лучше. И вместе будете, потому что вот судьба свела, судьба развела, судьба снова сведет. Когда вы будете готовы, именно женщина, когда будет готова. Даже если вы мне сейчас напишите, что я уже готова, нет, вы не готовы. Если бы вы были готовы, вы бы уже были вместе. Потому что вы друг другу по судьбе. По судьбе, понимаете? От рождения, от появления в этом мире вы уже связаны, повязаны. И эта связь, она никуда не девается. Она только лишь крепчает, она только лишь усиливается, понимаете? Вот. Не готовы, вы не готовы. Есть какие-то страхи непроработанные. И есть страхи именно у вас. Мужчина тут вообще ни при чем. Просто ни при чем. Судьба отвела, судьба и приведет. Потому что смотрите, как показали. Орел, вот он, видите, образ орла. Мужчина на нем стоит, на орле. Сильный мужчина, защитник, добытчик, умничка, молодец, многого добьется. А женщина показана, извините меня, ракушкой. Ракушкой с жемчужиной. То есть вы очень ценная женщина, вы очень талантливая женщина, способная. Но ракушку, ее, во-первых, сложно добыть, да, нужно там очень глубоко нырнуть. Во-вторых, ракушку очень сложно открыть, чтобы эту жемчужинку увидеть. Вот и вы закрылись, вот закрылись, створки раковины закрылись, и все. И хоть плачь, понимаете, ничего этот мужчина поделать не может. Судьба желает, чтобы вы раскрылись, судьба желает, чтобы вы стали
видны всему миру, да, что вы жемчужина, что вы редкая красавица, редкая умница, редкий талант. Тогда вы будете вместе. Представляете, какая вы мощная пара с этим мужчиной? Орел и жемчужина. Красота, просто красота. Вот вижу вас вместе. Вижу, вот они вы вместе, вот она вы, вот он. И вы вместе, и смотрите, он ручки к вам тянет, а вы ручки к нему не тянете. Все-таки он любить вас больше будет в паре, чем вы его. Вы будете больше принимать его любовь. Да, я поняла, вы будете больше принимать. Да, вы повязаны, вы по судьбе. Девочки, работайте над собой. Чем быстрее вы проработаете свои зажимы, страхи, шоры, испуг даже какой-то, да, тем быстрее вы будете вместе. Судьба развела, судьба и сведет. Не спрашивайте как. У судьбы тысячи способов и методов, как вас свести. Вы будете вместе. Но так на роду вам написано, от рождения написано. Все, с этим не поспоришь. Вы пара в глазах судьбы, в глазах высших сил, в глазах друг друга. Вы пара. Да, мужчина вообще какой-то растерянный, шокированный, а вы, женщина сложная, да, сложная. И нужно с этим разбираться. Мои хорошие, мне нечего больше добавить. Я надеюсь, что кому надо, тот услышал. Кто захочет, тот примет, поработает, и все у вас будет замечательно. Я в это верю. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.